Раз, раз, 4, 5, раз, 4, 5. Раз, раз, 4, 5, раз, 4, 5. Нет, тут задержка маленькая. Нет, знаешь, что задержка есть? Ну, в самом стриме. А почему в самом опции задержка? Опции покажи как. Не, опции задержки нету. Вот именно в Нет, YouTube опции сейчас. покажи. Вот, когда я же говорю, должен подняться. Раз, раз. Ну вот, поднимается. Все есть. Раз, 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 раз. Раз, раз, 4, 5. Раз, раз. Вот тут зажимаешь. То есть, ну,
Все, меня слышно? Ага. Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо, что пришли сегодня к нам на наш маленький праздник. Сегодня мы открываем, ну, то есть не открываем, а презентуем обновленный сайт газеты «Наш университет», газеты «Якутский университет». Сейчас я быстренько передам слово, передам полностью управление этим праздником Евгению Ануфриеву, главному редактору нашего сайта, и Туяре Павловой, редактору сайта. Начинаем. Мы благодарим, что сегодня мы все собрались, хотя у нас не очень хорошая обстановка снова начинается, но тем не менее. Сегодня здесь, в точке кипения СВФУ, у нас собрались все, с кем мы работали и активно сотрудничаем на данное время. Это те, кто у нас являются экспертами, которые дают свои оценки и комментарии по происходящим событиям у нас в Якутии, в нашей стране, в мире. Здесь собрались люди, которые нас поддерживают, чтобы наша газета, наш университет, журнал Open, наверное, мы все помним, да, а также, собственно, наш сайт, наш университет смогли увидеть свет и, собственно, добраться до читательской аудитории. Здесь собрались те люди, которые нас поддерживают из других средств массовой информации, с кем мы делились, собственно, инфоповодами, с кем мы делились контактами экспертов. И, конечно же, к нам в гости заглянули ребята из старого состава редакции новостей еще с 2011 года. И мы очень рады сегодня представить наш обновленный сайт, который претерпел изменения не только в техническом плане. Также мы решили изменить структуру материалов, структуру наших рубрик. И перед тем, как начать нашу презентацию, я хотел бы дать слово нашему ректору Анатолию Николаевичу, который уже ознакомился с редизайном сайта и с которым мы активно обсуждали развитие видения нашего издания. Здравствуйте, друзья! Конечно, я очень рад тому, что у нас настал вот тот день, когда мы обновленный наш сайт или обновленный наш журнал или газету мы представляем перед нашей аудиторией. Конечно, в 2019 году, когда меня назначили руководителем, да, и один из моментов, вот как раз с Василием Михайловичем и другими проекторами говорили, что университет должен быть достаточно узнаваемым, да, каким-то креативным, доступным. И в этом плане очень рад тому, что вот Ульяна вокруг себя собрала и старых друзей, и новую команду, да, которые достаточно хорошо, эффективно работают не только на уровне нашего университета, да, но и на уровне всех университетов нашей страны. И вот я был очень рад, когда мы начали попадать, ну, рейтинги не скажу, а общая вот узнаваемость нашего сайта стала намного больше, да, узнаваемость об нашем университете стало намного больше, да, и каким-то образом я даже сам был удивлен, что попал в топ-50 или топ-40 самых узнаваемых, даже чуть ли топ-20 самых узнаваемых ректоров в какой-то месяц, да, и для меня было это какая-то неожиданность, да, я сам особо не медийный человек, да, буквально совсем недавно, да, получить вот такое для меня была очень приятная новость. Но я бы хотел отметить не себя, а я хотел бы отметить молодую, очень эффективную, креативную команду. И хотел бы выразить благодарность тому, что вот эта команда делает наше будущее. Вот эта команда представляет наш университет, представляет университет совсем креативном, новом формате. И даже когда вот были недавно в Сочи, да, и как раз страна возможностей, то ли дело отмечала нашу пресс-службу во главе с Ульяной, да, то, что ставила пример перед другими университетами. Для меня это было очень приятно, да, и когда вот только-только подписали соглашение с комиссаром, да, Алексеем Геннадьевичем, да, это руководителем России «Страна возможностей», буквально вот еще часть, ну мы где-то посередине были, да, еще часть университетов еще не успела подписать соглашение с ними, а новость о том, что мы подписали, уже в Якутске, она уже вышла. И когда после того, как подписали, мы, ну, у нас там как раз обеденное время было, да, вот Алексей Геннадьевич подошел и сел рядом на стол за обед, да, и
Я уже ему показываю вот то, что вот у нас уже, говорит, говорю, что-то это очень оперативно, да, вот Якутска. Ну, видимо, в Якутске уже вечер, поэтому вы быстро. Не, говорю, это, ну, он, конечно, это смеялся, да, но он действительно понимает, что вот команда нашего университета работает достаточно эффективно, да, и, наверное, мы все сами, все вместе ощущаем то, что даже во время проведения тех или иных мероприятий, еще мероприятие идет, и после каждого докладчика действительно уже выходит новость. Это действительно круто. И, конечно, в 2019 году после назначения я поехал на остров, да, и когда разговаривал с Райфой Битковой, да, тогда она курировала всю прессу и всю службу тогдашнего министерства. Да, и я был на ее треке, да, и она сказала, что новость, которая выходит через 2 часа после мероприятия, это уже старая новость. Да, и вот это вот посыл, я сказал, новой службе, новой команде, после того, как стал руководителем, они вот как раз вот этого девиз держат. И, конечно же, после того, как мы это сделали, вот новый наш главный редактор нашей газеты, да, тоже сделал тоже по желанию, чтобы наша газета была не такой скучной, хотя она никогда скучной не была, но она стала какой-то креативной. Новое какое-то дыхание, новые какие-то идеи, да, чтобы туда вдохновились, чтобы туда были включены. И действительно, вот на той неделе, по-моему, мне показывали вот один из последних рабочих вариантов нашего сайта, вот университет, газета «Наш университет». Действительно, это хорошо. Ну, я надеюсь, что с новыми идеями, да, с новыми какими-то креативными мыслями, креативными моментами газета «Наш университет» действительно станет одним из читаемых вот интернет-газет не только в нашей республике, но и в нашей стране. Ну, я желаю, чтобы вот этот старт был действительно хорошим, да, желаю, чтобы наш вот, университет, видя вот новые страницы, которые покажут совсем в другом цвете, не официальной. Официальный сайт – это официальный сайт, там есть определенные каноны, а совсем с других ракурсов историю не только развития, но и истории всех, кто связан с университетом. Я очень этого желаю успехов. Ну, дальше уже видите, я сяду, буду слушать. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Сейчас бы я хотел передать слово нашему курирующему проректору Василию Михайловичу Савинову, который всегда поддерживает наши начинания, дает зеленый старт нашим проектам, который всегда поделится добрым советом. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня очень приятное событие, которое мы ждали. Коллеги, вы все знаете, видели ту первую газету «Наш университет», которая вышла в 1956 году, 65 лет назад. И эта газета, она стала не просто историей, а историей того, какие люди открывали наш университет. В любом случае, любая газета, любой сайт, он показывает то, какие же люди работают в этом университете, какие же студенты учатся тут. И, само собой разумеется, любая газета – это история. История успеха, история, может быть, где-то неудач, но это в любом случае люди. И очень приятно то, что наш университет продолжает вот те традиции, которые были заложены ровно 65 лет назад. Газета «Якутский университет». Тогда говорили о людях. Тогда студенты писали о том, какими они будут через какое-то время, что они будут делать. И сейчас мы видим то, что вот наш университет, он показывает, какие же интересные люди работают в нашем университете. Какие же интересные события происходят в нашем университете, какие открытия делаются. И потому как показывается на нашем сайте, в нашей газете, люди оценивают то, насколько мы себя позиционируем по отношению с другими университетами. И действительно, я могу сказать то, что когда прочитаешь вот наш университет, сразу видишь то, что тут происходит что-то интересное, что тут генерируются совершенно новые идеи, что тут люди ищут, люди находят, и люди идут вперед. И поэтому
Очень приятно то, что вот тот формат сторителлинга, он взят за основу вот этого нашего сайта нашего университета. И это самый нужный формат, может быть, самый тяжелый формат, потому что окунуться в те мысли, которые есть у человека, про которого пишешь, про то, что какие же идеи его посещают в тот или иной момент, это очень трудно. Но именно вот когда показываешь то, что же происходит у человека, когда он задумывает ту или иную идею, когда он ищет какие-то новые открытия научные, это очень многого стоит. И тут можно сказать, то, что действительно это показатель качества журналистики. Наш филологический факультет показывает то, что его выпускники – это качественные журналисты. Наше отделение журналистики показывает то, что наша журналистика, молодая журналистика, она идет вперед в ногу со всеми другими журналистами, в ногу со всеми другими средствами массовой информации нашей страны. Мы осваиваем новый формат, и формат сторителлинга – это самый интересный формат. Мы же знаем, то, что когда открываешь журнал, ты ищешь, что же там может быть интересно. Не сухую информацию, то, что там произошло, что тут открыли, что тут сделали, а что же стоит за этим. Поэтому очень рад, что наши молодые ребята, мы просто привыкли так говорить, Уля, Света, Туяра, Женя. Хотя, конечно, принято, можно было бы говорить по имени, отчеству, по фамилии и так далее, вот, уважаемые такие. Но мы привыкли говорить по нему, потому что, чисто по имени, потому что, да, эти ребята, они стали нашей частью нашей жизни, нашего университета. И все привыкли, что где-то они тут рядом и покажут тебя так, как надо. Может быть, даже намного лучше, чем есть на самом деле. А показать лучше, чем есть на самом деле, это очень тяжело. Тот человек, который рассказывает про тебя лучше, чем ты есть на самом деле, он должен знать тебя. Он должен лучше знать тебя. И знать, что же ждет читателя, когда будет читать про эту информацию. Поэтому желаю, чтобы вы также дальше искали новые форматы, чтобы вы находили новые интересные события, новых интересных людей. И вы показывали то, что Северо-Восточный федеральный университет – это тот университет, который ищет новые идеи. Это тот университет, в котором есть очень интересные люди. Это тот университет, который может быть наравне и нисколько не хуже, может быть, даже лучше, чем ведущий университет. Коллеги, вы знаете о том, что сегодня у нас была очень интересная новость, очень нужная новость. Мы вошли в рейтинг THE Impact по тому, как университет влияет на развитие, на устойчивое развитие, на достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Из 17 целей мы вошли в 16 целей. Вот таких университетов Российской Федерации совсем мало. И мы в их числе. И мы очень рады, что вон там висят эти логотипы всех этих целей устойчивого развития. Мы знаем то, что во всех новостях, которые выпускает Управление медиаполитики, редакция новостей, везде эти наши логотипы целей устойчивого развития. Мы думаем, мы действуем наравне, а может быть даже лучше, чем другие университеты по достижению самых важных целей развития нашей планеты. Поэтому, коллеги, планетарное мышление, глубины всех ваших статей, ваших публикаций, и чтобы мы всегда радовались, что есть рядом Уля, Света, Туяра, Женя и все наши другие молодые, наши юные, молодые коллеги. Удачи вам! Спасибо большое, Василий Михайлович. Сайт «Наш университет» был не только сайтом, скажем так, да, это было продолжение электронной газеты одноименной «Наш университет», у руля которой стоял Никита Антонович Аргылов. Он у нас на протяжении 8 лет был главным редактором, а также был в управлении медиаполитики и связи с общественностью. Пара, скажем так, даже не предложений, а вам, Никита Антонович. Слышно, да? Да, слышно.
понравилась идея того, что наш университет продолжает демонстрировать истории, которые есть в различных подразделениях университета. Это, безусловно, человеческие истории, связанные с наукой, образованием, культурой. И в какой-то степени эта идея, принцип «человеку интересен человек», он остался, и мы на обложке, на главной странице видим людей. Как сказали ранее, от студентов, заканчивая преподавателями, сотрудниками, руководством университета, которые продолжают генерировать идеи, смыслы для того, чтобы влиять на наш регион. Если говорить немножко про историю, хочу сказать о том, что университет всегда это вообще отличное место, где можно экспериментировать. Она является действительно такой большой лабораторией, где можно экспериментировать, пробовать что-то. И наш университет, как многотиражка, которая в 2010 году началась, и сейчас она представлена в таком очень широком гибридном варианте, она является таким нишевым средством массовой информации, которая заняла нишу, которой никто не занимает сегодня на территории Якутии. И мне кажется, что для Восточной Сибири, Дальнего Востока это очень хорошая история в том отношении, что тема образования, науки, университет этой новостью делится не только со своей корпоративной аудиторией, со своими студентами, сотрудниками, но и с широкой аудиторией. И это желание, оно подтверждается тем, что сайт развивается, и здесь мы видим совершенно разные истории. Очень хочется, чтобы вот эти истории, они продолжали существование и оставляли цифровой след людей, которые работают в Северо-Восточном федеральном университете. Поздравляю коллектив с таким очень хорошим событием. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад видеть вас и слышать благодаря современным технологиям. Ну, газету «Наш университет» я читаю давно. Как только вот приехал на работу в начале 80-х годов, так и с этой газетой не расстаюсь. И потом на моих глазах все это преобразовывалось. Вот, в разные форматы, была там периодичность разная, а потом уже перешел в интернет-пространство. Я очень рад тому, что творцами этого формата являются действительно достаточно молодые специалисты, которые выросли профессионалами на моих глазах, и очень доволен, рад тем, что я имею какое-то отношение в их формировании. Ну, я вот назову те, которые вот являются действительно организаторами этого первого варианта и организаторами редизайна интернет-газеты. И сайта теперь расширяется, как мне представляется. Это Уля Евсеева, Света Павлова, Никита Аргылов. Теперь уже без отчества к нему не подойдешь. Он большой начальник. Это, как говорится, мы очень рады, что наш, как говорится, кадр, наш выпускник в одном из самых уважаемых не только на Дальнем Востоке, но во всей России университете работает, и работает достаточно успешно. Вот. Ну и
с самого начала, безусловно, интернет-газета Якутский университет приобрела своих читателей. Одним из пристрастных читателей я являюсь сам. Не только как вот участник в экспертном сообществе, представляя экспертное сообщество, но и как ну, такой заинтересованный читатель, заинтересованный зритель. Вот. И рубрики мне очень нравятся, рубрики очень такие продвинутые. И первое время меня очень сильно устраивало то, что очень оперативно менялась тематика, менялись люди, менялись события. Очень быстро я реагировала на текущие события, не забывая о вечном, добром и разумном, как говорят педагоги. И вот я бы хотел, чтобы вы в новом формате, в новом дизайне продолжили те принципы и расширили, углубили. Это прежде всего, конечно, сейчас конкуренция возрастает, не только вот в интернет-пространстве, но и вообще. И сейчас выбор большой. Поэтому, конечно, там не снижать темпов, искать новые форматы, как уже было сказано. Ну и главное, как мне кажется, что сейчас журналистику в какой-то степени роднит с блогерством, это оперативность. Мы иногда запаздываем, что греха таить. Обновляемость. Тоже, опять-таки, когда открываешь, там одно и то же месяцами стоит. Это не дело, как мне кажется. И сменяемость. Университет большой, богат талантами, талантливыми людьми, как студентами, так и профессурой. Поэтому надо их выводить на свет, надо к ним идти, а то у нашей журналистики плохая такая привычка уже становится, ну, как бы тормозом. Они сидят, ждут. Кто-нибудь напишет, кто-нибудь придет, кто-нибудь навяжется, кто-нибудь там это самое подойдет. А на самом деле это не так. Надо искать, надо находить, надо постоянно поиски. Тогда уже, конечно, люди будут постоянно ждать свежее. Потому и мы ждем вот неделю выход свежих газет уже по старинке, или там открываешь, заходишь в интернет для того, чтобы увидеть новости, совершенно новую. И главное, не только новость, но главное это интерпретация. Поэтому я люблю заходить в разные сайты, в разные порталы для того, чтобы свериться, как интерпретируют, как понимают, где правда, где кривда, где правда. Поэтому это интересно. Поэтому я думаю, что университетский портал должен быть в этом отношении впереди всей планеты, потому что лучшие кадры у нас, пытливая молодежь у нас. Вообще говоря, университет должен заявить о себе и в этом направлении. И я поздравляю, ребята, с этой редизайном. Ко многому обязывает. Уже об этом сказали наши руководители. Зрители и читатели тоже ждут многого. Вот Евгений Ануфриев, как вот руководитель, он очень вот мобильный руководитель и авторитетный руководитель. Мне нравится вот интернет, вернее, фотожурнал, где работает Михаил Степанович Яковлев, профессионал, не художник, фотохудожник. Светлана Павлова иногда выходит вот в этом жанре. Это даже бессловесная, это вот такая информация дает очень многое о нашем университете, понимаете? Это лица, ракурсы очень удобные, ситуации очень такие милые.
Вот. Когда буквок много, конечно же, читатели не могут обо всем этом читать. Наверное, здесь и визуальная часть, и аудиочасть информации должно быть в пользу визуальности по-современному. Иногда молчание, просто такая статичная картинка, дает очень много информации. Ну, опять начинаю, как говорится, там по привычке, как бы там поучать, я прошу прощения, учитель всегда остается учителем, что поделаешь. И человек в возрасте иногда страдает не только недержанием жидкости, но и недержанием слова. Поэтому я заканчиваю и желаю успехов, чтобы вы радовали своих почитателей свежайшей информацией и интересными интерпретациями. Не хватает иногда, ребята, я не в упор говорю, да, и рецензий, отзывов, критических замечаний по поводу фильмов, по поводу спектаклей, по поводу новинок, премьер и прочее, прочее. Это очень сильно воспитывает, ведь многие это ждут, наши реакции продвинутой молодежи, новые книги, понимаете? Вот поэтому непаханное поле, ребята, надо работать, надо искать, надо не останавливаться, остановка смерти подобно. Добрый путь, ребята. Я очень рад и очень доволен тем, что вы вот этот редизайн действительно ко многому обязывает. Этот формат должен быть соответствующим содержанием или, как говорят сейчас, контентом заполнен. Спасибо. Спасибо, Виктор Данилович. Обязательно учтем ваши пожелания. Также хотелось бы отметить такую новость, то, что на рабочей встрече с Анатолием Николаевичем мы обсудили меру поддержки молодых специалистов. И именно с помощью нашего сайта наши молодые журналисты, которые у нас проходят практику, смогут также получать финансовую, скажем так, поддержку. И среди нас в зале сидит Лена Николаевна Павлова, доцент кафедры журналистики. Она буквально, скажем так, взрастила очень многих молодых журналистов, и мы бы хотели дать пару слов вам. Очень неожиданно, здравствуйте, но приятно, очень приятно. Рада присутствовать на этом очень приятном и замечательном событии, поскольку вижу знакомые лица, да, это наши выпускники. И вот последняя новость, Евгений, просто очень порадовала, потому что поощрение студентов, которые проходят практику, по-моему, это очень хороший, замечательный повод для того, чтобы повысить статус деятельности журналистов. И просто здесь огромное вам спасибо за такое замечательное решение. Ребятам я хочу посоветовать каких-то новых творческих поисков, не останавливаться. У вас все очень хорошо получается. И сегодня я просто с большим удовольствием всех увидела. Увидела Никиту Антоновича, с которым давно не виделись, но общаемся регулярно. Ну и в добрый путь. Спасибо. Большое. Сейчас наш следующий этап – это, собственно, презентация самого сайта. Я приглашаю свою коллегу Туяру, которая расскажет, как у нас изменились рубрики и, собственно, о чем мы будем писать. Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо большое, что есть такая возможность, что это большая честь для меня, на самом деле, рассказать именно про наши рубрики. Как уже сказал Женя, мы делаем упор на истории, да, человеческие истории, сторителлинг. И это очень интересно работать с таким форматом, потому что у нас, вы знаете, вот чем мне нравится работать в университете, ты общаешься с людьми, которые, заведомо умнее тебя, что уж скрывать, да. Я общаюсь с кандидатами наук, я общаюсь с людьми, которые изучают науку, которые делают
делают действительно важные исследования. И через эти беседы таким образом человек повышает свой собственный интеллект. То есть просто, допустим, во время встречи с друзьями действительно есть возможность блеснуть знаниями. И все это благодаря университету. Поэтому я очень горжусь тем, что работаю именно в Северо-Восточном федеральном университете, скажем так, нахожусь поближе к реальным знаниям. Вот, и, соответственно, рубрика Headliner — это вот у нас такое оформленное в современном формате stories, истории наших студентов, наших выпускников, ну, наших лиц, да? Это молодежь, которая будет нас вести вперед. С удовольствием с ними общаемся. У нас есть, ну вот, например, да, к примеру, вот история молодого предпринимателя, да. Мы пообщались с молодым человеком, он нам рассказал простым языком для молодых, как запустить свое дело. Нам кажется, что это очень важно. Можно дальше. Рубрика «Сюжет», она у нас была и остается, естественно, да, то есть это актуальные темы, куда мы привлекаем экспертов с ВФУ и обсуждаем какие-то важные монолитные темы. Дальше рубрика «Портрет», она продолжает нашу рубрику «Личность» из газеты. Рубрика «Личность» была, честно говоря, одной из якорных рубрик газеты нашей, и мы очень рады, естественно, что у нас есть такой вот формат, потому что благодаря этой рубрике можно действительно узнать очень много о преподавателях. Вот, к примеру, да, общалась с Анатолием Васильевичем Жожиковым, он мне рассказал, как создавалась сеть интернет в Якутском университете. И это безумно интересно, поэтому это был анонс лишь одного материала из этой рубрики. Следуем дальше. Дальше у нас рубрика «Дайджест». Это некое, скажем, переосмысление нашей рубрики «Экспертные мнения». Вот, тоже призываем всех ознакомиться. Естественно, обращаемся за экспертными мнениями, за оценкой тех событий, что происходит, да, к нашим исследователям. Ну и рубрика «Фотожурнал». Это одна из наших самых популярных рубрик по понятным причинам. И, естественно, она продолжает у нас работу. У нас нынче команда фотографов, как вы наверняка уже знаете, это не новость, пополнилась. У нас есть идейный, активный молодой фотограф Нина Слепцова, у которой, ну, вот все наверняка видели ее фотографии, мы неоднократно делали уже выставки работ. Естественно, Михаил Степанович Яковлев, о котором уже сегодня упоминалось, и Света, которая тоже всегда рада, готова поснимать. Ну и дальше, да, вот передаю уже Жене, который непосредственно работал, да, расскажет подробнее о том, какой у нас есть функционал и что интересно. Всем спасибо. И я надеюсь, что можно вас назвать нашими читателями, не только коллегами, не только партнерами, но нашими постоянными читателями. Приятного чтения, наслаждайтесь. Спасибо, Туяра. Мы ввели на сайт несколько инструментов, которые облегчат работу как и редакторам, так и, собственно, читательской аудитории. Например, это один из новых инструментов, который мы начнем использовать в наших материалах. Это, собственно, теги. Они введены буквально в каждый материал, вплоть до авторства. То есть, если вас интересует материал определенного человека, то вы можете с помощью тегов, собственно, найти все статьи, которые писал этот автор. Либо, если вы интересуетесь темой Арктики, либо информатизации, то вы можете именно по этим тегам находить на сайте все необходимые материалы. Также мы ввели на главную страницу сайта так называемый интерактивный навигатор. Благодаря этому навигатору мы будем легко ориентироваться по сайту, потому что здесь наши редакторы смогут собирать статьи в рамках одной большой темы. То есть по мере увеличения таких материалов все сюжеты будут архивироваться в одну большую тему, и, собственно, читатель сможет легко найти эту тему, будь то интервью, либо сюжет, либо фотопроект, через этот интерактивный навигатор. Помимо этого, вы все знаете про наш проект научно-познавательных лекций «Наш университет лекции». Он у нас выпускается на YouTube-канале университета. И для того, чтобы
не заходить отдельно на YouTube, мы открыли специальную вкладку для проекта ровно, скажем так, на главной странице сайта. То есть вы можете смотреть все вышедшие новые лекции прямо на сайте, не переходя на YouTube вкладку. И все просмотры также будут учитываться для нашего проекта. Помимо этого, на главную страницу сайта мы ввели вкладку нового проекта, который мы запустили во время пандемии. Этот проект называется «Сырдат». Это подкаст на якутском языке. Он выходит у нас на всех актуальных площадках по типу Spotify, Apple, Яндекса, и теперь также выпускается у нас на сайте. Все свежие подкасты у нас будут выходить на главной странице. Наконец-то мы начнем использовать систему рассылки, то есть мы будем обновляться ежедневно, и каждую пятницу мы будем готовить специальный пакет материалов, которые выходили за неделю, и отправлять всем, кто подпишется на рассылку, чтобы вы не упускали наши истории об университете. Также мы наконец-то можем представить готовую мобильную версию сайта, потому что по статистике на наш сайт 84% заходов оказывается с мобильных устройств. Поэтому мы решили подготовить очень удобную систему, где можно с любых телефонов зайти и, не напрягаясь, прочитать либо статью, либо ознакомиться с фотопроектом. И, собственно, с этого дня мы сайт открываем, с понедельника мы уже будем выпускать материалы, поэтому очень рады, что вы сегодня посетили нашу презентацию. У нас открытый микрофон, поэтому если у кого-нибудь будут пожелания, советы, мы очень рады будем выслушать вас. И после открытого микрофона, собственно, приглашаем вас на наш фуршет. Очень благодарны вам. Формальная беседа на фуршете. Ага. Давайте.